Здравствуйте! В эфире «Настоящее время». Итоги, размышления о главных событиях прошедшей недели в ближайшие полчаса. В Вашингтонской студии для вас сегодня буду работать я, Игорь Тихоненко. И сегодня в выпуске. Демократия по-гречески или кто должен решать судьбу национальной экономики? Кому в исламском государстве жить хорошо? О методах вербовки ИГИЛ. Эхо Москвы в Вашингтоне. Алексей Венедиктов о том, сколько зенитно-ракетных комплексов БУК стоит одна телепередача. Новая эра американо-кубинских отношений. После 50-летнего перерыва Вашингтон и Гавана возобновляют работу посольств. И День независимости в США. А вы не постесняетесь спеть национальный гимн, когда вас снимают на камеру? Об этом обо всем буквально через мгновение. Греция – страна, показавшая миру, что такое демократия, оказалась на грани экономического коллапса. Ее правительство, пусть и демократическими методами, пытается уйти от ответственности и переложить ее на плечи своих граждан. 5 июля, в воскресенье, в Греции должен пройти референдум, на котором греки сами решат, стоит ли их стране согласиться с условиями международных кредиторов, пытающихся спасти Грецию от дефолта. Либо же выйти из еврозоны, не платить по долгам и погрузить свою экономику в фактически полный хаос. В преддверии судьбоносного референдума мы обсудили сложившуюся ситуацию с экономистом Сергеем Алексашенко, в прошлом первым заместителем председателя правления Центробанка России. Сергей Владимирович, начнем по порядку. Как греческая экономика оказалась там, где она сегодня оказалась? Вы знаете, есть длинная история, есть короткая история. Длинная история началась там 5 лет назад с финансовым кризисом, 6 лет назад, да, и когда многие европейские страны, которые набрали большой долг, попали в тяжелейшее положение, и, собственно говоря, Греция была среди них. И Греция была, наверное, одной из наиболее пораженных кризисом. У нее долг зашкаливал за все разумные пределы, а экономика не самая конкурентоспособная в Европе. 3 года назад была реализована крупная программа поддержки греческой экономики совместными усилиями Европейского центрального банка, МВФ, Евросоюза. И к середине прошлого года казалось, что Греция прошла дно кризиса. По крайней мере, в первой половине прошлого года греческая экономика начала расти. Но, как всегда, в экономику вмешалась политика. И на прошедших парламентских выборах победила левопопулистская партия Сириза во главе с господином Ципросом, который, собственно говоря, всю свою предвыборную кампанию построил по принципу «не надо нас обижать, не надо у нас требовать очень много, мы будем выступать против тех жестких условий сокращения бюджетного дефицита и бюджетных расходов, которые нам навязали. Поэтому голосуйте за меня». И он получил большинство. Среди определенной части экономистов существует мнение, что греки в последнее время жили непосредством. Они хотели показать, что по уровню достатка они находятся там же, где находится Западная Европа. Хотя на самом деле, как вы правильно ответили, они все эти годы жили в долг. Так ли это? Да, это действительно так. И, собственно говоря, греческая экономика, она и до победы партии Сириза находилась в таком лево-популистском дрейфе. Например, там были 13-я премия, 13-я зарплата, 14-я зарплата в качестве премии. Люди выходили на пенсию в 53-55 лет, работали меньше, чем, например, немцы, и, видимо, очевидно, работали хуже, чем немецкие работники, а получали пенсию сопоставимую или даже зачастую выше, чем немецкие пенсионеры. Так бывает очень часто в странах, которые воспользовались моментом, и, собственно, греческая экономика, она получила возможность привлечения кредитов ровно в тот момент, когда она присоединилась к еврозоне. Всему хорошему приходит конец, но единственное, что одна поправка, да, что это все закончилось с кризисом 2008 года, после чего пришлось сокращать программы помощи. Но их еще много осталось, таких социальных моментов, которые кредитору требуют сократить. О колоссальном греческом долге было известно уже 5 лет назад. Он не уменьшался, он, наоборот, стабильно рос. Куда смотрело греческое правительство? Куда смотрели независимые экономисты? И, главным образом, мировые кредиторы, которые выделяли эти транши? 5 лет назад уже смотреть было поздно. 5 лет назад уже начали думать о том, как спасать греческую экономику. Собственно говоря, смотреть нужно было 10 лет назад, 7 лет назад, 12 лет назад, когда поток кредитов в Грецию только начинался или усиливался. Собственно говоря, начиная с 2009 года греческая экономика борется с кризисом и пытается всячески решить долговую проблему. И надо сказать, что кредиторы
они пошли навстречу и пролонгировали долг, снизили процентные ставки. Собственно, нельзя сказать, что кредиторы вот так вот бросили греческую экономику один на один с кризисом и сказали, что это ваша проблема. Когда страна должна 180% ВВП, здесь, наверное, от кредиторов все-таки зависит больше, чем заемщик. Но надо отметить, что основным кредитором на сегодня являются европейские структуры, это Европейский центральный банк и Европейский Союз. Говоря о кредиторах, вот скажите, если греки последуют совету своего премьер-министра, господина Ципроса, и все-таки проголосуют против плана спасения Греции кредиторами, да, что это будет означать в первую очередь для Греции, и будут ли ощутимы последствия, скажем, здесь, в США и в России? Вы знаете, было заявление, по-моему, немецкого министра финансов, господина Шойбле, который сказал, что голосование голосование против программы Евросоюза будет означать голосование за выход Греции из еврозоны. В этом случае, конечно, греческая экономика, по ней будет нанесен тяжелейший удар, в первую очередь по финансовому сектору, который просто рухнет на глазах у всех. Греция, в общем, собственно, она сегодня уже просрочила платеж МВФ на 1,6 миллиарда долларов. До конца этого месяца она должна заплатить 3 миллиарда долларов Европейскому центральному банку, а в сумме до конца этого года еще 10 миллиардов долларов по требованиям кредиторов. Поэтому без внешней помощи греческая экономика с этим справиться не сможет. И, конечно, это будет тяжелейшим потрясением. Наверное, таких мир давно не видывал. О каких последствиях можно говорить для Соединенных Штатов? Вы знаете, я не думаю, что для Соединенных Штатов будут какие-то ощутимые последствия, потому что, вообще, честно говоря, греческая экономика, она небольшая, наверное, 2% европейского ВВП. Я думаю, что и для еврозоны последствия будут не очень сильными. Будут, не знаю, наверное, десяток банков, которые понесут какие-то потери на греческих долгах, но это не вызовет какой-то вот такой катаклизм, как это было в 2009-2010 годах, когда по эффекту домино страны сыпались одна за другой. Поэтому я думаю, что вот евро, на мой взгляд, евро может даже укрепиться в какой-то момент, потому что, когда из цепочки убирают слабое звено, в общем, механизм может укрепляться. От мировых финансовых проблем к проблемам безопасности. Лидеры ИГИЛ, самопровозглашенного исламского государства, не изобрели искусство пропаганды, однако они умело используют имеющиеся наработки для ведения изощренного информационного наступления. Эта пропаганда нацелена и на мусульман, и на адептов иных религий, и на мировых лидеров, и на простых обывателей. ИГИЛ стремится подчеркнуть свою мощь и неуязвимость, вселить ужас в сердца своих многочисленных врагов, как религиозных, шиитов, иудеев и христиан, так и светских. С другой стороны, пропагандисты этой террористической группировки стремятся нарисовать картину счастливой жизни, которую ведут люди, живущие на подконтрольных им территориях. Подробности в репортаже Александра Григорьева. ИГИЛ сделал пропаганду эффективным оружием. Прошлогоднему наступлению боевиков в Ираке предшествовала мощная пропагандистская кампания на иракских интернет-площадках. Ее результатом стало бегство 60 тысяч солдат и бесславная сдача десятков городов. Медиастратегия исламского государства ставит задачей убедить противника в неизбежности поражения и бессмысленности сопротивления, что в случае с Ираком какое-то время позволяло одерживать практически бескровные победы. Для этого использовались не только различные посты, но и были созданы специальные приложения для мобильных телефонов. В итоге власти Ирака пошли на отчаянный шаг. Они запретили абсолютно все социальные медиа. ИГИЛ разработал особую стратегию отношений с западными журналистами. Он снабжает их специально отобранными фотографиями и видеозаписями, но не позволяет работать на контролируемой им территории. В итоге мир видит именно ту картинку, в которой заинтересовано исламское государство. Пропаганда представляет ИГИЛ победоносным, романтичным, стремящимся к восстановлению золотого века ислама и созданию нового халифата путем священной войны. ИГИЛ не только фокусирует свои усилия на полях сражений, им создана пропагандистская машина, которая распространяет послание в каждом уголке земного шара. ИГИЛ производит видео, памфлеты и привлекает к себе значительное внимание в социальных сетях. С помощью Твиттера и Ютьюба ИГИЛ получил прямой канал связи с миром. Результат известен. К ИГИЛ присоединились многие тысячи добровольцев из многих государств мира, в том числе светских, богатых и благополучных, как мужчин, так и женщин.
В сентябре прошлого года ИГИЛ обнародовал обращение к своим сторонникам в странах Запада, присоединившихся к международной коалиции. Их призвали убивать своих граждан любыми возможными способами. Особо рекомендовалось использовать автомобиль, чтобы таранить людей на улицах. В октябре канадский джихадист переехал 2 военнослужащих в Оттаве. В ноябре аналогичным образом были убиты 2 израильтян. В декабре французские джихадисты таранили прохожих в Дижоне, а в январе сбили полицейскую в Париже. Подобные атаки, предпринимаемые так называемыми «волками-одиночками», продолжаются. Мои друзья в арабских странах говорят, что в местных социальных сетях по-прежнему силен, как я бы сказал, дух свободы после событий на площади Тахрир. Его главный лозунг «Я гражданин, я свободен, я могу общаться с кем угодно, и у меня этого не отнять». Вот на это послание, на идеи свободного гражданина должен быть сделан упор. Но я уверен, что точно не США должны посылать это сообщение и говорить мусульманам, как жить. Это должно сформироваться в самом регионе. Недавние опросы, проведенные в арабских государствах, показали, что как минимум 8,5 миллионов жителей этих стран могут считаться активными сторонниками ИГИЛ. Еще 42 миллиона позитивно относятся к исламскому государству. И обсудить популярность этой террористической группировки мы решили с доктором исторических наук, исламоведом, членом научного совета Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко. Он сейчас к нам присоединяется по телефону. Алексей Всеволодович, здравствуйте. Так что же так привлекает молодежь по всему миру к ИГИЛ? Ну, вы знаете, молодежь действительно привлекает, но у меня еще такое ощущение, что у всех у нас, кто знает о существовании ИГИЛа, кто его боится, мы испытываем на себе какой-то его определенный шарм. Временами кажется, что именно эта группировка непобедима. А привлекает она, вы уже говорили, чем? Рассуждениями о социальной справедливости, о том, что только ИГИЛ может создать оптимальное исламское государство, халифат, и что только ИГИЛ способен действительно сопротивляться против коалиции с любого уровня и любой силы. Да, есть, конечно, романтика, безусловно. Ребята в своих сетях, я имею в виду игиловцы, они работают достаточно качественно, продуктивно, привлекательно. Причем игиловская информация, она ведь идет не просто по каким-то исламским веб-сайтам, но она идет, например, по России, по такой сети, как Одноклассники. То есть, конечно, успех есть. Хотя, вы знаете, иногда возникает ощущение, что эта пропаганда достаточно монотонна. Да, она эмоциональная, она красивая, но если постоянно за ней следить, то возникает некое недоверие. И, кстати говоря, я вот такое мнение слышал от мусульман, от наших же российских. Но, тем не менее, дело идет, вербовка продолжается. По некоторым данным, на сегодняшний день число российских граждан, которые сражаются на стороне ИГИЛа, достигает 5000. Это много. Некоторые говорят про 7000. По Центральной Азии это 4000. В общем, если исходить из данных, которыми располагает ООН, а там 25 тысяч иностранных, так сказать, граждан, которые воюют за ИГИЛ, то получается, что почти половина это выходцы из бывшего Советского Союза. Кстати говоря, довольно интересный факт. И последний момент, но он тоже очень важный. Понимаете, туда зачастую едут люди, которые разочарованы в окружающем мире, в тех ценностях, в которых они живут, в том числе в так называемых ценностях традиционного ислама. А там они рассчитывают на возможность самореализации. Ведь посмотрите, что такое ИГИЛ. Это первое исламское государство, интернациональное, которое уже оккупирует территорию, от 6 до 8 миллионов человек проживает. Они противостоят действительно мощной, формально мощной коалиции. И все разговоры о том, что делать с ИГИЛ, пока что сводятся к тому, что мы не знаем. И в этих условиях, безусловно, у Бахра аль-Багдади,
у людей, которые вокруг него, появляется шальная идея, а нельзя ли добиться легитимизации. Ну, пока в мировом сообществе об этом речи не идет, но, повторяю, и серьезных попыток это государство, не знаю, прекратить его существование, пока что мы не видим. В общем, очень интересная ситуация, и получается, что исламское государство играет со всем остальным миром пока что в ничью. Спасибо, Алексей Всеволодович. Тему растущей популярности ИГИЛ мы сегодня обсуждали с доктором исторических наук Алексеем Малашенко. И в этом году, 22 августа, радиостанция «Эхо Москвы» отметит свое 25-летие. Сегодня для тех россиян, которые хотят иметь альтернативное представление о происходящем в стране, программы этой радиостанции и ее интернет-страница стали практически обязательным источником информации. Это произошло потому, что других подобных СМИ в России, к сожалению, осталось немного. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов выступил в Вашингтонском фонде Карнеги и дал эксклюзивное интервью нашему настоящему времени. Путин ведет страну в тупик. Я ему это говорю. Я ни разу не голосовал за Путина. И я, наверное, единственный журналист, которого он публично подвергает критике. 25 лет назад «Эхо Москвы» было одним из многих продемократических изданий. Сегодня радиостанция как утес на выжженном поле. Расхожее мнение: «Эхо» и его главный редактор нужны российским властям как некая визитная карточка или потемкинская деревня. Смотрите, у нас в России есть свобода слова. В представлении наших руководителей, моего президента Путина, идет противостояние, если хотите, война на площадке Украины, в первую очередь, между Россией и между Соединенными Штатами Америки. Информационные каналы – это тоже оружие войны. И, может быть, более эффективные. Одна телевизионная передача стоит 100 букв. За 25 лет работы «Эхо Москвы» сама профессия журналиста в глазах общества резко деградировала. Кто виноват? Давайте, во-первых, виноваты сами журналисты. Сами эти люди, я бы сказал, которые просто сменили профессию, с моей точки зрения. Сменили профессию журналиста на пропагандиста. Другая профессия, другие зарплаты, другие принципы. Во-вторых, безусловно, виновато государство, которое создало для такого перехода и спонсировало этот переход, делая его притягательным и выгодным, под угрозой лишения рабочих мест. И третья категория — виновата публика, которая это ест. По опросам подавляющее большинство россиян, отмечает главный редактор «Эхо Москвы», в Америке видит главного врага. Что делать с воинствующим антиамериканизмом на уровне детских утренников и рекламных щитов? Считаю, что это ошибочная позиция, монополизация правды, монополизация идеологии, монополизация политики. В конечном итоге власть с этими людьми или с другими, со следующими людьми вынуждена будет изменить позицию, иначе страна попадет в ситуацию 90-91 года, уже Россия. Я думаю, что это осознают, но не до конца. Еще в 1983 году Першинги против СС-20 и образ врага, и Афганистан, а уже в 1989 году дружба Пхай-Пхай вовсю, да, это еще в Советском Союзе. К сожалению, сознание советского населения очень пластично, очень легко поддается вот этому влиянию. Широк русский человек. «Голос Америки» для вас лично что-то значил в 70-е, 80-е годы. Вы слушали эту радиостанцию через глушилки? Я слушал эту радиостанцию, но я не слушал новости, я слушал чтение разных литературных произведений типа Виктора Некрасова, естественно, Солженицына, вот сквозь хрипы и все это я слушал отрывки. Я так был литературным мальчиком. 21 век, конкуренция огромная, интернет, радио создает огромную конкуренцию, но, с другой стороны, туда пришли дилетанты, а мы все-таки профессионалы, да? Поэтому мы можем сделать продукт ярче и лучше, поэтому и вам рекомендую сделать продукт ярче и лучше. Александр Панов, Андрей Дегтярев, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Итоги. Вашингтон. На протяжении 54 лет дипломатические связи между США и Кубой были полностью заморожены. Посольства закрыты, а страны даже после распада Советского Союза находились в состоянии холодной войны. Президент Обама решил положить всему этому конец. О противоречивом восстановлении американо-кубинских отношений в сюжете Луиса Рамиреса.
Целых полвека фасад посольства США в Гаване оставался символом замороженных отношений между Вашингтоном и коммунистическим правительством Кубы. В среду в Розовом саду Белого дома президент Обама официально объявил об оттепели в двухсторонних отношениях. Год назад могло показаться невозможным, что Соединенные Штаты смогут вновь поднять наш звездно-полосатый флаг над нашим посольством в Гаване. Вот так происходит изменение. Критики в Конгрессе США и некоторые кубинцы, живущие в Соединенных Штатах, отмечают, что восстановление отношений – это уступка правительству, которое отказывается что-либо менять. Кубинская полиция продолжает задерживать правозащитников, а интернет недоступен большинству кубинцев. Президент Обама убежден, что налаживание отношений приведет к либерализации. Никто не ожидает, что Куба преобразится в одночасье, однако я верю, что сближение с Кубой через наше посольство, наши компании и, что самое важное, через наши народы — это лучший способ отстаивать наши интересы, поддерживать демократию и защищать права человека. Во все времена многие в Латинской Америке критиковали Соединенные Штаты за поддержку репрессивных режимов в регионе. Сейчас, когда США стремятся распространить свое влияние на Кубу, Фрэнк Калзон, директор организации «Центр за свободную Кубу», говорит, что президент Обама, сам того не желая, может способствовать формированию такого имиджа, с которым он старается покончить. Я боюсь, что президенту придется привыкнуть к тому, что он будет видеть себя на фотографии рядом с Раулем Кастро в этой коллекции позорных фотографий с латиноамериканскими диктаторами. Несмотря на критику, изменения продолжаются. В этом месяце Обама планирует направить в Гавану госсекретаря Керри для подъема американского флага и официального открытия посольства. И сегодня в США празднуют День независимости. Национальная аллея, музейно-парковая зона в центре Вашингтона полна американскими и зарубежными туристами. А вы стесняетесь петь национальный гимн, когда вас снимают на камеру? Вокальные способности американцев проверял Роман Мамонов. Oh, say, can you see by the dawn's early light when the broad gleaming hair and the twilight's now sleeping, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight for the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glares, their bombs bursting in air. He knew through the night that our flag was still there. Oh, say, can that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the hope of the brave? Это была программа «Настоящее время. Итоги». Смотрите нас в интернете на сайте currenttime.tv и в эфирах ваших национальных телеканалов. С вами был Игорь Тихоненко. Хороших вам выходных.